Давайте Тадыш Улай Хэпнос. Познакомимся. С кого начнем? Делевер ага. Зиндинов. Там одна и этот... И где работает? Тануш Улай. Велина. Две правда, одна неправда. Ольгер. Султания. Сиран. Катыджия. Эльмас. Аббас. Сулейман. Рустем. Цания. Эльнара. Бекир. Бекир. Так, ну, мен Энвер, да. Не знаю. Ну, да, эркез, Уже это скоро мой будет канал. Сегодня мы с вами гуляем по Бьюк-Ламбату. Наверное, ну, я так понимаю, никто, да, здесь не бывал, кто-то проездом, а так по селу никто не гулял. И вообще мало кто сюда заезжает, редкий турист сюда заедет, потому что что тут делать, да? Все обычно на море, поближе к морю. Ну, а тут на самом-то деле есть что смотреть. Немного, но есть, ничего, нас это интересует, пару объектов, мы посмотрим. Вообще, южный берег Крыма исторически имеет вот такую очень сложную, богатую этноконфессиональную историю. И южный берег Крыма, с чем это связано? С тем, что он постоянно находился в зоне влияния различных политических сил. На эту часть Крыма очень сильное влияние оказала греческая культура, христианская, соответственно, и сильное влияние турецко-османской культуры. Это очень сильно отражается и впоследствии отразилось на этногенезе местного населения, что выражается в языке южнобережных татар и в различных названиях. Да? То же самое, например, топоним Бьюк-Ламбат имеет тюркско-греческое происхождение. Бьюк большой, ламбат это греческое слово, означающее маяк, фонарь. Оно, кстати, попадает и в русский язык, лампа, да, всем известная. И у нас тоже используется в этом значении. Бьюк-Ламбат в советское время перевели почему-то в малый маяк. А Чук-Ламбат тоже есть, то есть маленький маяк, он находится ниже. Сейчас называется утес. Вы когда сюда ехали, были указатели вниз на утес. Особенности рельефа южного берега Крыма обуславливают своеобразный характер застройки этой местности. Я вам уже показывал, вот кто позже подъехал, покажу еще раз. Вот на этой фотографии начала 20 века можно еще наблюдать характер той застройки, которая здесь был до войны. Это мазанки, такие дома с плоскими крышами земляными, которые, по сути дела, были расположены на террасированных склонах друг на дружке. А крыша одного дома являлась двором соседа. Вот такой характер застройки был по всему южному берегу Крыма. Но вот в этой части Крыма, вот Ялта-Алушта, уже в 20-е годы, даже не 20-е годы, даже в начале 20 века уже меняется характер застройки под влиянием русских. И, как сказать, благодаря тому, что они сюда, как туристы, приезжали, начинают активно сюда приезжать, местное крымско-татарское население перестраивает свои дома, и появляются уже домики не с плоскими крышами, а с черепичными или с жестяными. Вот на этой фотографии можно видеть такой домик. И вот такие домики, они, сейчас пойдем дальше по селу, они здесь сохранились. Село по меркам Крыма такое среднее по размерам было. Состояла вот эта хаотичная застройка, здесь вот не было улиц в нашем понимании, да, это дома соединялись узкими улочками, и существовало квартальное разделение. В Ламбате было, сейчас я перечислю эти кварталы, мы сейчас сами находимся в Орта-Мале, центр. Дальше, то, что повыше, это Юхары-Мале, напротив него Харши-Мале. И вот дальние кварталы, куда мы сейчас с вами пойдем, Настра-Мале и Пугача-Мале. Звучит совсем как-то, да,
не знакомо, непонятно на слух. И вот мы сейчас будем в ту сторону идти. Я вам предлагаю подумать над тем, что может означать слово «настра». Мына генеде, вот как я сказал, вот ял тарафын буянларда, алушта ялтай тарафын, да. Вот этот вот характер, когда вот друг на дружке, он уже вот в начале 20 века уже нету этого. Уже вот этот Дубровский, есть Дубровский, который этот дома изучал, он говорит, я был удивлен, я пару лет назад приезжал в Курбек, пишет, что там в Курбеке сохранялся этот характер этой стройки, а сейчас под влиянием русских дома начали перестраивать, очень быстро начали. Ну, по сегодняшний день бір жерде қалмады, да? Ну, по сегодняшний день холма, да, до депортации еще айсерес судах нелерінде, колерінде қалған еді, да. Евреерин горы бахнас насыпь. Прям к дороге, да, так вот дома подходят. Задняя стенка дома просто вмурована. Вон видно. Ну, вот это террасирование можно представить легко. В таких этих местах. Так, из-за этого забора мы, к сожалению, не можем посмотреть нормально эту точку съемки, в которой сделана вот эта фотография. Фотография, да, еще такого качества, не самого лучшего, конечно. Ага, вот там были дома. Вот, да, вот если забор этот убрать отсюда, то было бы лучше видно, да. И было бы видно объект, к которому мы идем. Он на этой фотографии вот здесь. Вот здесь вот. Чешми. Баханчи. Чешме. Чешме. Да, Чешме, ага. Вот такая фотография, конец 19 века. Женщины у фонтана. А где? Слышите, да? Сейчас Фонтанчик, слышите? Повторим фотографию. Так, сейчас пойдемте смотреть на него. Центральная часть обрамлена такой остроконечной рамкой. И в центре помещена в табе надпись, на которой сообщается о том, что этот фонтан был отремонтирован. Но так, сейчас, извините. Но нету даты. Нету даты. Вернее, она не читается. Дата плохо читается. А есть еще одна табличка, только с другой стороны. По христианскому летоисчислению 1830 годы. Дело в том, что последняя цифра стерта, и нельзя ее прочитать. Поэтому дата ремонта 1830-х годов. За вот повыше Баир, как говорится, Сиран. Название Баира Айтодо. Не видно. Вот на этом Баире Айтодо еще в конце 19 века русский путешественник Петр Кептин упоминает, пишет в своих трудах, что по преданию вот в этом месте, на Айтодоре, находилась церковь и монастырь. То есть он своими глазами не видел, он по каким-то рассказам пересказывает эту информацию. Потом уже позже, в середине 20 века, археологи проводили раскопки и раскопали фундамент церкви. И полученный материал дает основание предполагать, что там находилась не просто церковь, а комплекс, который называется, комплекс, монастырь, в общем. Монастырь. Вот эта часть села, это квартал Настра. И Чешме, соответственно, да, получает тоже такое название. Настра Чешме, по названию квартала. Квартал ближе всего к горе и к имеющемуся монастырю. То есть в слове монастырь, мо улетело куда-то, осталось только Настра. Может, пекарня рядом. Все тоже оказалось очень просто. Пугача — это слово, которое исказилось в турецком языке, в татарском языке. Изначально греческое слово пигадя, которое означает родник, буквально. Пигадя, и вот это окончание дя перешло в ча, пигача. Отсюда название такое, пигача. Как сообщается турецкий исследователь Хакан Фармла, мечеть относится к времени Крымского ханства, 17 век. Не знаю, откуда он берет эти данные. Не дает нам ссылку, было бы интересно узнать. Но вот по его информации это 17 век.
Однако она окончательный такой вид приобретает после ремонта в 1837 году. На сегодняшний день в таком плачевном состоянии, но это, кстати, она еще неплохо это убрано. Мы вот последний раз, когда здесь были, здесь было все в кустах, да, и все хуже. В советские времена, в 1927 году ее закрывают после землетрясения под предлогом, что она находится в аварийном состоянии. Ну, чуть позже, в 30-е годы, она полностью закрывается и используется под какие-то под какую-то другую деятельность, не связанную с религией. У меня есть фотография этой мечети, которую мы нашли в немецком альбоме, в котором были представлены аэрофотосъемка Крыма они делали, немцы. И вот эту мечеть тоже зафиксировали. Вот такая большая. Минарет, у минарета осталось только основание. Ну, вы, наверное, обратили внимание, сейчас выйдете, еще раз посмотрите. Фотография сделана вот с той стороны. Отсюда. Позади был как бы, да, мечети? Ну, сохранился мифраг. Обратили на него внимание. Да? Даже краска еще есть. Так, парагельмен. У нас любят выводить от тюркских слов, да, пара. Александр И- Аникин, может. Гель, да? Ко мне. А, Идите точно. ко мне деньги. Не, ну это все такое, да? Народная этимология, которая ничего не имеет общего с действительностью. Хотя на самом деле, как на самом деле, я тоже вам сейчас не скажу. Потому что вот есть версия у Белянского, есть такой известный у нас краевед. Он выводит парагельмен от парагеномы. Что значит, ну это он пишет. Парагеномы, по его мнению, это отделившийся, вышедший за пределы чего-то. У него очень логично это название, потому что гора Парагельмен действительно является отторженцем. Когда-то в далеком прошлом, миллионы лет назад, эта часть горы откололась от основной части, от Яйлы. Логично звучит, то есть отделившийся от чего-то, но мы проверили, слово геномы не переводится так в греческом языке, а переводится как становящийся, то есть преобразовавшийся. Один мой товарищ Румей предполагает, что можно взять от другого греческого, сейчас похожее греческое, парагермен. Но парагермен переводится как скрюченный, горбатый, развалившийся. Да, возвращаемся к машинам. Спасибо, мы все посмотрели, нам все понравилось. А вона Тюмень. Апайымның битасы упала. Benim de anda тамырларым. Олар о Фухарейді, насыл Фатма бита, о 16 yaşına Ахая çıktı. Он Ахайы бай адам. O Mazin, ну мой Зин деген Хархарлезде, Ибраим. И
жер, джезве потом? Пока не... А, все, мен білем уже. Ну, мен... Бұрсықа вечечек начать? Никто? Башлаем? Я включаю. Все. Каведжи сейранага. Где мен? Бұл içinde этот, как раз закваска, да? Не выливать? Альфа сказал бы хойма. А я честно. А хотя, в принципе... Надо. Эльвир, когда мы будем снимать? Начинайте, вообще-то уже мы домой идем. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Там на краю стояли. На краю стояли, мы же были в облаках. И вот сейчас облаков нет вообще. Это вы там стояли, это жуть какая-то. Bu noktada gezintimiz bitti. Bizni olganınız için çok sağ olunuz. Növbetdeki gezintilerde görüşerik. Sağ olun.